Читаем российскую газету от 10 января 2018 года под номером 2. Статья «Плати больше». Регионам компенсируют часть средств, которые они потратят в 2018 году на повышение зарплат бюджетникам. Но помощь из центра получат только те регионы, которые смогли обеспечить в прошлом году прирост поступлений налога на прибыль организации в федеральный бюджет не менее чем на 2%. Так простимулирует рост налогового потенциала в регионах. Зарплаты в 2018 году повысят всем бюджетникам. Многие получат прибавку в рамках майских указов президента, а остальным работникам бюджетных учреждений, как писала ранее российская газета, индексирует зарплаты на 4%. Основная часть бюджетных зарплат зависит от региональных бюджетов. Это зарплаты работников сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, поясняет заведующий лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ Ростислав Туровский. Многим регионам средств не хватает, поэтому федеральный центр косвенно помогает им увеличить расходы на зарплаты. Так что дополнительные дотации будут весьма кстати. На эти цели зарезервировано 36,7 миллиарда рублей. Деньги получат самые эффективные территории. Во-первых, необходимо дать регионам возможность завершить повышение зарплат бюджетникам, а во-вторых, простимулировать те территории, которые увеличивают свои собственные доходы и тем самым позволяют сокращать трансферты из федерального бюджета, говорит Туровский. Налог на прибыль наряду с НДФЛ является одним из двух основных собственных доходов регионов, поясняет он. Если речь идет о росте налога на прибыль более чем на 2%, то поощрение, скорее всего, коснется очень большого количества регионов. С налогом на прибыль у субъектов Российской Федерации ситуация очень даже неплохая. По данным Федеральной налоговой службы, с января по сентябрь 2017 года поступления от него в федеральный бюджет составили 570,3 миллиарда рублей. За аналогичный период 2016 года было собрано всего 372,1 миллиарда рублей, то есть рост составил более 50%. Заметную прибавку налоговых поступлений показывают многие. Проще сказать, кто в аутсайдерах. Например, в Новгородской области поступления в федеральный бюджет налога на прибыль организации снизились почти на 50%. В Республике Карелия почти на 30%. Также в минусе Амурская, Архангельская, Сахалинская, Ульяновская области, Республика Ингушетия и еще несколько регионов. Поддерживая местные власти, федеральный центр также стимулирует их повышать бюджетные зарплаты. Кроме того, увеличение налоговых поступлений будет учитываться в оценке эффективности региональных властей. Лучшие регионы впоследствии будут поощрять, добавляет Ростислав Туровский. Статью подготовил Евгений Гаева. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.